Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня гость нашего пресс-центра, министр экономики Республики Абхазия Теймураз Микваби. Здравствуйте. В Минводах с 28 по 30 апреля проходил Кавказский инвестиционный форум. И это сегодня будет темой нашего пресс-центра. Там участвовала делегация Республики Абхазия. В новостях это все было. Но более подробно сегодня нам расскажет министр экономики Теймураз Микваби. Расскажите, пожалуйста, о целях этого форума, о составе участников и кто представлял нашу делегацию от Республики Абхазия. По составу делегации Республики Абхазия, делегация, как и всегда на Кавказском инвестиционном форуме, очень представительная. Возглавлял делегацию Бадр Зурабович, президент республики. Также в состав делегации входили премьер-министр Владимир Валерьевич Делба, вице-премьер Джансух Эдуардович Нанба и я. В целом, если говорить о Кавказском инвестиционном форуме, это в хорошем смысле витрина Северного Кавказа. То есть это мероприятие, на котором теперь уже ежегодно Северный Кавказ, все регионы Северного Кавказа, самый крупный бизнес Северного Кавказа рассказывает о себе, находит новые деловые контакты, находит партнеров, поставщиков сырья и помогают друг другу в реализации производимой продукции. Также на форуме всегда активно обсуждается вопрос привлечения инвестиций в те или иные сферы на территорию всех регионов Северного Кавказа, вопросы жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры и многие другие, которые связаны с созданием для бизнеса условий для активного развития. Такие встречи, контакты на таких форумах, это, конечно, очень полезное дело. Какие были достигнуты основные соглашения? Мы же говорим о соглашениях, которые касаются непосредственно Республики Абхазия. То есть на форуме всегда подписывается огромное количество соглашений, причем помимо соглашений, скажем так, декларативного характера, большое количество документов, которые имеют прикладной характер, связаны с реализацией уже каких-то конкретных действий. А в случае с Республикой Абхазия было подписано межправительственное соглашение между Кабинетом министров Республики Абхазия и правительством Республики Адыгея. Также на полях форума прошло несколько встреч с участием абхазской делегации. Среди них хотелось бы выделить обсуждение с представителями Ставропольского края вопросов авиасообщения прямого между Республикой Абхазия и аэропортом Минеральные воды. Такая работа активно ведется уже некоторое время. Предварительно есть информация о выборе авиакомпании, которая впоследствии должна быть назначена уполномоченным перевозчиком на этот рейс. И мы в ближайшее время ожидаем результатов этой встречи. Также обсуждался вопрос прямого авиасообщения между аэропортом Сухум и аэропортом Нальчик. Данный вопрос в меньшей стадии готовности, но также прорабатывается, и ожидаем, что нам удастся завершить эту работу открытием прямых рейсов. Коллеги, вопросы? В преддверии форума было заявлено, что главным проектом, который будет представлен на нем, будет презентация горнолыжного курорта. Расскажите немного подробнее об этом проекте и насколько продвинулся этот вопрос и какие возможности открыла площадка форума для реализации проекта. Спасибо. Ирина Аршпа, ГТРК. Во-первых, что касается непосредственно проекта, речь идет об исполнении поручений Бадра Зурабовича, о том, что отдых в Абхазии летом – это, безусловно, отлично, это приносит большие инвестиции, большой доход в реальный сектор экономики нашей республики, но также надо развивать туризм и в зимний период времени. У нас на протяжении нескольких месяцев, примерно с конца прошлого года, был ряд контактов с Минэкономразвития России и с акционерным обществом «Кавказ.РФ», которые занимаются в том числе развитием горнолыжного туризма на территории Северного Кавказа. У них есть уже ряд реализованных проектов, среди них, наверное, самые яркие – это Архыз и Мамисон, функционирующие успешно на сегодняшний день. Коллеги с учетом их опыта помогли подготовить предварительную презентацию.
Мы об этом уже говорили ранее, и я считаю важным выделить, что сейчас речь не идет уже о проектной документации. Речь идет пока о предварительной проработке проекта. Это какие-то очень большими, широкими мазками ориентиры, на что мы можем выйти с учетом нашего ландшафта, с учетом транспортной доступности. Но также важно отметить, что в рамках форума на одной из стен нашего стенда Республики Абхазия, примерно размером 3 на 7 метров, был большой макет предполагаемого всесезонного горного курорта. Но данный проект строился на базе Гагарского района в первую очередь. Это район Мамзыш, Хаибга. Но на текущий момент нельзя говорить о том, что эта локация окончательно выбрана, потому что мы предварительно нашим коллегам предоставляли информацию о наших горах, информацию, которая есть в открытых источниках, подключали к этой работе Абхазский государственный университет, Госкомитет по экологии, Институт экологии. Попытались собрать максимум информации, которая сохранилась с советских времен, когда мы знаем, этот вопрос прорабатывался. Значит, на текущий момент среди потенциальных участков, где можно в Абхазии создать горнолыжные курорты, выделяются Гульрипшский район, это получается самый север, район Кудорского ущелья, Творчальский район, также север Творчальского района на стыке с Гульрипшским, участок в Гудаутском районе, ну и Гагарский район, который был представлен на презентации. Если говорить конкретно о том макете, который был на стенде, макет предварительно предусматривает создание более 200 километров горнолыжных трасс, создание порядка 6000 единиц номерного фонда, создание более 70 километров дорог общего пользования. И по предварительным подсчетам, грубо говоря, если бы этот проект начал функционировать ближайшей зимой, то от текущей его деятельности, помимо строительных работ, функционирование такого объекта могло бы создать 6000 новых рабочих мест, причем как на самом курорте, так и в сферах, которые являются смежными к туристической, это и логистика, и общественное питание, производство продуктов питания. И ориентировочный вклад в объем валового внутреннего продукта нашей республики от функционирования такого проекта оценивается примерно в плюс 25% к существующему объему. Это основные параметры, которые я хотел озвучить. А что касается в дальнейшем проработки проекта в соответствии с поручением Бадра Зурабовича, мы продолжаем эту работу совместно с Кавказ.РФ. Помимо презентации, которая очень широкими мазками, сейчас уже ведется работа по доработе проекта. В будущем, мы это уже обсуждали с коллегами, после того, как сойдет снег, и можно будет уже физически пешком пройтись по этим районам, мы будем договариваться с нашими партнерами о возможности направления в Республику Абхазия экспедиции, которая должна ногами пройти все эти горы и представить уже более детальное свое заключение о том, насколько тот или иной район нашей республики пригоден для создания горнолыжного курорта. Потому что, как вы понимаете, тут есть ряд особенностей, которые зависят не просто от нашего желания развиваться, но, например, рельеф гор. То есть где-то можно создать горнолыжные трассы, а где-то склон для этого просто не подходит. И вот все эти особенности совместно с коллегами мы будем в дальнейшем прорабатывать. А интерес был проявлен к этому проекту? Да, однозначно. Во время обхода председателя правительства Российской Федерации по стендам, на стенде Республики Абхазия его поприветствовал Бадр Зурабович и вся наша делегация. В ходе рассказа о том, что представляет на Кавказском инвестиционном форуме наша страна, мы, естественно, выделили и наш транспортный потенциал, и продукты, которые привезли с собой. Это в первую очередь продукты питания, и напитки, и безалкогольные, и алкогольные, и другие виды продукции. Значит, и потом мы подошли именно к осмотру макета горнолыжного курорта, и, по моему мнению, реакция на сам проект была более чем позитивная.
Если это будет в Гагарской зоне, там как-то могут сообщаться и Красная Поляна, и Гагарская зона, там какие-то коммуникации могут быть? Ну, я думаю, отрицать такую возможность точно не стоит. Тем более, наверное, все слышали, это было в открытых источниках. Относительно недавно президент Российской Федерации принимал одного из представителей крупного бизнеса именно в туристической сфере. И в ходе этой встречи обсуждался будущий проект, связанный с инфраструктурой, которая должна связать между собой горнолыжные курорты на территории Российской Федерации. И по аналогии с этим проектом создать для туристов и для гостей Республики Абхазия возможность сегодня отдохнуть на Красной Поляне, а вечером приехать в Республику Абхазия, вечером покататься уже на наших склонах. Безусловно, это было бы дополнительным способом привлечения туристов. Ну да, потому что вот я ездил раньше со спортсменами с сборной России по горным лыжам и знаю, что вот они смотрят погоду, на этой горе, например, туман, сегодня Да. пошли на эту гору, то есть если там между ними есть коммуникация, это будет удобно, то есть они оттуда могут перекидываться в другое место. А это частные инвестиции будут, если этот проект как бы примут? Вы имеете в виду наш проект? Да. Ну, пока сложно говорить, естественно, несмотря на то, что мы пока не понимаем точной стоимости создания этого объекта, даже если делить его на этапы, вот как раз в настоящее время наши партнеры из Кавказа РФ пытаются разделить в целом объект на несколько этапов. Но в любом случае Республика Абхазия, именно наш бюджет, не в состоянии был бы за счет собственных средств реализовать такой проект. Естественно, будет речь идти о привлечении инвесторов. И в первую очередь инвесторов из Российской Федерации. А так вот наши горы, по-моему, даже и выше, и снег там как бы подольше лежит. Помимо этого еще Интересно. вопрос того, какие склоны задействованы. То есть если говорить в целом о горах Кавказа, южные склоны, они более крутые, северные склоны более пологие. И вот точка, на которой наши коллеги расположили данный проект, она позволяет кататься со всех сторон. При этом с южной стороны, естественно, за счет солнца снег тает быстрее, с северной это происходит позже, то есть потенциально за счет высоты гор, за счет рельефа и многих других параметров можно будет в будущем даже сделать вывод о том, чтобы потенциально открывать сезон катания в Республике Абхазия даже раньше, чем на соседних к нам курортах. Но это все подлежит дополнительной проверке. Безусловно, интересный и крупный проект, если как бы это пойдет в реализацию. Будет здорово, и наш курорт, наши пожелания, чтобы он был круглогодичный, я думаю, этому будет помогать такой объект. Коллеги, еще вопросы? Скажите, насколько в экологическом плане этот проект будет безопасен для нашей? Ну, пока сложно сделать однозначный вывод. Мы к этой работе, безусловно, будем подключать Государственный комитет Республики Абхазия, уполномоченный орган в сфере экологии и Институт экологии. Но в целом, смотрите, сам проект, его создание – это строительные работы. Это то, что у нас происходит по территории всей республики при соблюдении должных норм. Это не наносит прямого ущерба нашей экологии. Что касается в дальнейшем функционирования самого объекта, естественно, от жизнедеятельности человека и туристов, и работников, занятых на этом объекте, будет формироваться определенный объем отходов и жидких, и твердых. И, соответственно, для соблюдения чистоты нашей экологии потребуется создать вблизи объекта все условия для очистки всех этих отходов. Это один из вопросов, которые мы предварительно уже проговаривали с нашими коллегами. Естественно, это должно лечь в основу создания проекта. Есть отдельный вопрос, раз уж говорить об экологии, это сохранение наших эндемических видов. Это один из предметов для обсуждения с экологами. Ну, там основные работы – это дорожные работы, наверное, и
Вот эти Ну, вот. строительство самих объектов, доведение всей инфраструктуры, это создание систем водоснабжения, водоотведения, очистных систем, для того, чтобы это все просто не оказывалось в горах, а попадало в стоки рек только после полной очистки в виде безопасного для природы уже жидкого отхода. Абхазское радио. Рассматривались ли такого рода проекты в Восточной Абхазии? Да, рассматривались, но не в таком приближении, как макет, который был создан. Как я уже ранее говорил, мы коллегам направили информацию о всех наших горах, которые просто в первом приближении из-за своей высоты могли бы быть рассмотрены в качестве базы для создания горнолыжного курорта. И впоследствии вот та работа, которую мы будем вместе проводить, в том числе экспедиции, они должны выявить плюсы и минусы каждого из направлений. Это касается и Тхварчальского района, и Гульрипчского, Гудаутского, Гагарского, каждого из них. Впоследствии, естественно, надо будет выбрать, исходя из ряда критериев, и среди них это вопрос развития восточной части нашей республики. Поэтому мы вопрос создания аналогичного проекта на Востоке не отметаем, мы их рассматриваем параллельно. И еще раз скажу, на форуме речь шла о презентации просто одного из вариантов. Это даже на текущий момент сложно сказать предпроектом, это скорее идея, воплощенная на бумаге в виде нескольких листов. И впоследствии, безусловно, надо это все дополнительно прорабатывать. И одним из факторов выбора, какой участок больше подходит Республике Абхазия, именно нашему государству для создания такого объекта, это, безусловно, вопрос транспортной доступности. И в данном случае у нас, можно сказать, есть козырь, это наш аэропорт, это наша железнодорожная инфраструктура, которые позволяют говорить о том, что у нас примерно на одинаковом удалении находятся все эти районы. Да, есть оговорка, например, Кудорское ущелье на текущий момент, помимо того, что значительная часть этого ущелья относится к заповедным зонам, еще и дорога сама, ну, так называемая военно-сухумская дорога, она находится не в лучшем состоянии. Соответственно, исходя из всех этих параметров, расходов, которые надо будет понести на создание в будущем и проекта, и инфраструктуры вокруг него, из всего комплекса этих параметров будет уже приниматься решение. Поляны, конечно, логистически, наверное, интереснее гагаринские. Если говорить только о логистике, да, там есть, безусловно, плюс. Но, опять же, там на текущий момент нет приграничной инфраструктуры. То есть мы говорим о том, что некий турист, да, или, скажем, я просто как гражданин Абхазии захочу поехать Переход границ, покататься. получается. Я поднимусь в тот же, скажем так, гагарский кластер, покатаюсь, и потом мне придет в голову идея, почему бы не сравнить с Красной Поляной. И для того, чтобы попасть на Красную Поляну, мне надо будет спуститься вниз до моря, соответственно, до нашей республиканской трассы, потом проехать через КПП ПСО Маападлер и подняться на Красную Поляну. И в случае, если бы сегодня функционировал пункт пропуска в районе, ну, грубо говоря, в районе села Аибга, который обеспечивал бы намного более короткое плечо транспортное, тогда, да, мы бы сразу сказали, что в смысле логистики, Большой именно плюс, на да, личном это было. транспорте автомобильном, это направление намного интереснее. Но это все вопрос проработки в будущем. Там на текущий момент, хотя, да, безусловно, очень интересная идея, она открывает очень большие перспективы для нашей республики и в смысле зимнего туризма, и в смысле рабочих мест, и многих других показателей. Но это на текущий момент стадия предпроекта, с которой надо поработать еще не один год. Более близкая перспектива – это авиарейс, наверное, с Минвод в Сухум, да? Или Я уверен, как что он? это намного более быстрая перспектива. Еще вопрос. Можно еще вопрос? Ирина Аршба, Абхазское телевидение. Вы сказали, что так, в основном все договоренности, да, часто носят декларативный характер. Нет, не совсем так. Я Нет, сказал, что бывают и такие, Да. и прикладного Ну вот об этом характера. немножко подробнее расскажите. Там на форуме были представлены еще и другая продукция, да, наших местных производителей. Какой она вызвала интерес и какие перспективы расширения, допустим, экспорта продукции, и у производителей какие возможности открылись благодаря этой площадке? Спасибо.
Ну, у нас, начиная с нашего международного экономического форума, который прошел в начале апреля, ведутся переговоры с представителями российских торговых сетей по вопросу увеличения и количества абхазских производителей, и ассортимента продукции, которая представлена на российских торговых полках. Потому что сегодня для нас Россия – это и стратегический партнер, и самый большой рынок сбыта нашей продукции, до которого мы можем дотянуться. Это обеспечивается в том числе и соглашением о режиме торговли товарами 2012 года. И вот начиная с нашего форума, мы ведем переговоры с коллегами, это касается и Минэкономразвития России, и акционерного общества «Кавказ-РФ», о котором я ранее говорил, и касается представителей непосредственно торговых сетей, которые также посещали наш экономический форум. Ведутся переговоры по размещению таких продуктов, как вина, например, завод Ачба-Яшта, расположенный в Ачимчирском районе, продукция Сухумского пивоваренного завода, минеральные воды Абхазии и других предприятий. И мы эту работу не останавливаем. Для того, чтобы оказаться на российской полке в федеральных сетях, необходимо пройти, скажем так, очень сложную проверку. Что касается качества, мы все проверки прошли. У нас есть разрешительная документация на этих производителей, в том числе от Роспотребнадзора, которая позволяет ввозить эту продукцию в виде коммерческих партий на территорию Российской Федерации. И остался вопрос договоренности с торговыми сетями, в том числе возможный вопрос маркетингового освещения нашей продукции, потому что, например, с пивом Сухумское почти каждый турист, который прибывает в республику с советских времен, все знакомы. Но при этом есть огромное количество жителей Российской Федерации, которые увидят эту бутылку и не поймут, что это за продукция, и пройдут мимо просто к знакомому товару. Поэтому такая работа продолжает вестись, мы ее не останавливаем, но на текущий момент еще не дошли до подписания конкретных сделок. Из одного форума к другому, то есть продолжаются вот эти вот договоренности, подписание договоренностей, соглашений, то есть начатое здесь или на другом форуме, имеют продолжение. Ну, недавно вот в Абхазии проходил международный экономический форум, вы все там много работали, это очень тяжело, наверное, организовать такую работу. А в данном случае вы на Кавказском форуме были участниками, гостями. Это, наверное, совершенно другое дело. Какие эмоции у вас от этого форума, от проведения, от его организации, от его культурной программы? На самом деле ведь Кавказский инвестиционный форум – это очень серьезная и в организационном плане тоже площадка. Основным организатором выступает ежегодно Росконгресс, у которого есть просто огромный опыт по проведению таких мероприятий на разных уровнях и в том числе на самом высоком. Поэтому участие абхазской делегации и в рамках Кавказского инвестиционного форума и других мероприятий, которые проходят на территории Российской Федерации, или вот, например, наша поездка в прошлом году в Сирийскую Арабскую Республику, это помимо договоренности в организационном плане еще и возможность набраться опыта. То есть Международный экономический форум, прошедший в Абхазии, он в своем ряде первый. Такого рода мероприятий раньше у нас в стране не проводилось. И каждая поездка в Российскую Федерацию или куда-то за рубеж, участие в таких мероприятиях помогает нам набираться опыта, брать новые идеи на заметку. И то, что провели наши коллеги в минеральных водах, это очень высокий уровень, это очень большая возможность для того, чтобы, еще раз скажу, найти новые деловые контакты, что обеспечивается как раз всеми организационными мероприятиями, которые были проведены. Ну, это такая самая деловая площадка. На Северном Кавказе это самая деловая, самая инвестиционная и самая экономическая площадка. Ну и потом, вот вы сказали, что мы в качестве гостей посетили Кавказский инвестиционный форум, и действительно так и есть, но при этом работа над нашим стендом тоже требовала немалых усилий. Это многие этапы согласования макетов
и порядка участия нашей делегации в тех или иных мероприятиях, обсуждение этих вопросов с застройщиками, доклады руководству. Непосредственно во всей работе участвовало все руководство Республики Абхазия, в первую очередь Бадыр Зурабович провел на эту тему несколько совещаний. В том числе мы обсуждали и макет, потому что преподнести нашу республику на этом форуме в самом лучшем свете, это была наша задача номер один. И мне кажется, что мы с ней неплохо справились. Ну, вот из информации было, что ее посетил и Михаил Мишустин, и Максим Решетников. Там переговорили с Бадрой Зурабовичем. Вот расскажите об этой атмосфере. У нас, в принципе, на полях форума было несколько встреч у нашей делегации и с Александром Валентиновичем Новаком, и с Максимом Геннадьевичем, и Сергеем Макаровичем Назаровым. Значит, это было и проведение совещаний, и встречи просто, грубо говоря, в коридоре для того, чтобы отдельные моменты обсудить. Также, вот, если еще раз возвращаться к обходу председателем правительства всех стендов, в рамках этого обхода Бадыр Зурабович, после того, как поприветствовал дорогого гостя, рассказал в целом о стенде, о нашей идее, о нашей задумке, что именно Республика Абхазия хочет сказать, показывая этот стенд, рассказал о нашей продукции. Отдельный интерес вызвала производимая в нашей республике алкогольная продукция, это в первую очередь тихие вина. Отдельно Михаил Владимирович подошел для того, чтобы еще раз посмотреть, что именно мы производим. Поговорили и про авиасообщение, и про железнодорожное сообщение, и пассажирское, и грузовое. Ну и потом подошли к макету всесезонного горного курорта, о котором тоже было несколько слов сказано. Ну, будем надеяться, что ситуация будет все улучшаться и улучшаться в деловом плане. Уверена, что так и будет. Коллеги, еще вопросы? Анжела Кучуберия, ТАСС. Скажите, пожалуйста, вот сейчас 15 мая завершается прием заявок на получение кредитов по льготному кредитованию. Уже есть какие-то заявки, какие бы вы могли назвать такие проекты, которые обеспечивали бы людей рабочими местами? Что-то интересное приблизится? На текущий момент я бы не стал конкретно комментировать проекты, потому что нам после завершения приема предстоит еще серьезная работа по изучению каждого проекта. Порядок отбора проекта в рамках льготного кредитования предусматривает дачу Министерством экономики заключение по каждому проекту, и оно должно включать в себя в том числе влияние каждого из проектов на социально-экономическое развитие Республики Абхазия. Это касается и создаваемых рабочих мест, и объема вклада в валовый внутренний продукт, и если говорить о производителях, то есть не говорить о туристической сфере, когда речь идет о создании средств размещения, а говорить именно о производствах, мы будем делать акцент на замещении импортируемой продукции, будем делать акцент на экспорт-ориентированную продукцию, когда речь идет о производстве некоего сырья на территории Республики Абхазия, впоследствии его переработка и экспорт этой продукции, потому что это дополнительное вливание в нашу республику средств, которые должны прийти из иностранных рынков. Также хотелось бы отметить, действительно, мы опубликовали информацию о том, что 15 мая завершается прием заявок, но я думаю, это важно будет услышать всем, кто на текущий момент занимается проработкой идей, либо уже в высокой стадии готовности с инвестиционным предложением. Сама программа предусматривает проведение отборов на протяжении 26-30-х годов, пока не будет в полном объеме выбран лимит объемов на предоставление кредитов. Этот лимит на текущий момент составляет 20 миллиардов рублей. То есть в течение 2026 года у нас планируется после завершения работы с этими заявками потенциально проведение еще одного либо двух отборов, которые не являются дополнительными по отношению к тому, который завершается. Они в целом идут наравне. Причем те проекты, которые по тем или иным причинам не пройдут отбор в рамках
не пройдут конкурсную комиссию в рамках первого отбора, допустим, какие-то документы будут составлены с нарушениями или заявка будет представлена не в полном объеме, у этих инвесторов будет возможность доработать пакет и заявиться на следующий отбор. В этом смысле у нас есть еще довольно много времени для того, чтобы проработать каждый инвестиционный проект. Ну, вот еще раз хочется вернуться к прошедшему форуму кавказскому. Правильно ли я понимаю, такой вот высокий уровень состава нашей делегации, наверное, способствовал повышенному интересу к Абхазии и эффективному, быстрому принятию решений, согласований, ну, вот здесь и сейчас, как говорится. Ну, безусловно, тот факт, что форум посетила не просто делегация республики, а делегация во главе с президентом, это означает и повышенное внимание со стороны наших коллег, со стороны принимающей. Это означает и участие в мероприятиях, которые представляют интерес для Республики Абхазия, в максимально широком составе. Помимо этого были случаи, когда мы с коллегами должны были разделиться, потому что президент республики с премьер-министром принимали участие в одном мероприятии, в то же самое время проходил круглый стол, на котором я принимал участие. И такая делегация, безусловно, это большой плюс для республики в смысле участия в форуме. Вы ответили на все вопросы. Мы имеем теперь полную картину о прошедшем форуме кавказском. Спасибо вам. Большое спасибо за приглашение.